Всем привет! И с вами Александр Бабков. И сегодня у нас автомобиль, от которого все писаются кипятком. Ребята, вы его уже все узнали в профиль. Это Toyota Cresta в комплектации Tourer-V. Встречаем! Итак, ребят, Tourer-V Cresta. Поговорим о модели немножко. Cresta — это, по сути, сестра Mark II. Как мы все знаем, есть Chaser, Cresta, Mark II. Это семейство маркообразных и сестреночка, знаете, Марка и Chaser. В 90-е годы, когда появилась эта модель после Марка, да, ну, появился сначала Марк, потом появилась Cresta, Chaser, это был как бы восход экономический там какой-то в Японии, и вот сделали такие вот, нуждались они в таких огромных автомобилях бизнес-класса, собственно говоря. Автомобиль претерпел кучу, там, несколько поколений у него было, это, по-моему, 4-е или 5-е, я вот часто вот не помню, ну, это не суть. 90-й кузов — это самый легендарный кузов, по-моему, Кресты, потому что остальные уже были не такие, ну, хотя кому как, конечно, но лично мне он был более легендарный, ну, и до нее тоже. Морда у нее более агрессивная, Чайзера, а так они по сути одинаковые, то есть отличается только оптика задняя, передняя, и, по-моему, да, у нее стоечные двери, а у Чайзера без стоек, вот. Ну и комплектация Tourer-V — это особый случай, то есть видим мы родные диски, это родные турерские диски, родной обвес, мы тоже видим, ну, люк — это комплектация Tourer-V обычно самая максимальная, одна из самых максимальных комплектаций. Также на механической коробке стоит LSD редуктор, здесь автомат, поэтому здесь обычный редуктор, но можно поставить, собственно говоря, редуктор повышенного трения, так скажем, да, LSD. Тормоза, естественно, у него более увеличенные, передние, дисковые, естественно, ну и сзади дисковые и на обычных 2-литровых стояли. Вообще моторов тут была целая масса, то есть начиная от 1,8 литра бензина 4S, который ни черта не ехал, 2-литровый 1G, 1GZ 2,5 литра, 2GZ 3 литра, дизель 2,4 литра и 1GZ GTE Twin Turbo, как здесь. Пойдемте посмотрим на него. Вот, собственно, сокровище любого мечтающего себя марковода, там какого-нибудь крестовода, неважно. Все, у кого есть 2-литровый, 2,5-литровый атмосферный, хотят именно этот мотор. Это 1GZ GTE легендарный, там, которым говорят кучу разных мифов, легенд и тому подобных вещей. Он был, кстати, на Sour, такой же абсолютно мотор, только здесь он в стоке 0,7 давит 2 турбины. Также потом, после этого мотора уже пошел мотор не Twin Turbo, был с одной турбиной, то есть, ну, кто как хвалит, те говорят, что двухтурбинный лучше, кто-то говорит, что с одной турбиной лучше, все по-разному. Также изменилась система зажигания, здесь она катушечная, был еще и трамблерный вид. Трамблерный, кстати говоря, более надежный. Почему, не знаю, но катушки тут типа они нагреваются сильнее, от этого они, короче, плохо начинают работать. Привод ГРМ ременной. Одним ремнем все шкивы крутятся, насколько я помню. Вот. Ну, в общем-то, мотор очень довольно-таки надежно бегает. В принципе, 400 тысяч это 1GZ обычно. Ну, GTE, естественно, поменьше. Естественно, в Японии найти такой живой экземпляр тоже тяжело. Не только у нас, там в России, в Якутии тем более. Потому что все покупают эти автомобили для чего? Чтобы на них наваливать. Даже в Японии, ну, везде, вообще везде. Никто не ездит, их просто так поставили, чтобы на дачу съездить на этом моторе. 280 сил, 2,5 литра. Железо держит там, говорят, 600, 500, но это, собственно, не важно. Там немножко бустапнуть его, вот тут стоит вот кулек, то есть трассу, и все, в принципе, этого мотора, в принципе, хватает. Но кто ездит на таком моторе, тому станет мало. Это всегда так, мощности никогда не бывает много. Ну, по мотору, я думаю, все. В принципе, все запчасти на него сейчас есть, и проблем с этим нет, очень популярный мотор. После него уже пошли ГРы, там, которые на новых там атлетах, Марк Иксах и тому подобных вещах. Заметили пневмоупоры? Это значит, что было богатое, еще тогда не экономили на материалах. Пойдемте в салон. По салону. Отличие Tourer-V — это, естественно, вот эти вот сиденья с такой в полосочку зебра, там, как ее только называют, то есть это родной именно салончик Турика, то есть подушка безопасности водителя, по-моему, пассажира тогда не было, сзади такой же, собственно, велюрчик, все как надо, знаете, ни на чем не экономили, такой приятный мягкий материал, никакой кожи, это клево.
Естественно, лючок в двух положениях, по-моему. Посадка очень низкая, но сидишь реально, в принципе, можно присесть очень удобно. Места много. Ручничок, кстати, вот на Тур-V, на Тур-Ресах ручник именно ручной. На обычных комплектациях он ножной. То есть это говорит о том, что у вас пушка-гонка. Вы можете подергать ручника. Но зачем, если у вас задний привод, да? Вот. Ну, коробка автомат, это ладно, не суть. Люк в двух положениях. То есть открыть-закрыть, в принципе, очень удобно сидеть. И вот велюровые сиденья, в чем их плюс, что вот в жару, вот как сейчас садимся, и вы не будете потеть от кожи, это горячий, не так нагревается, он такой плюшевый, как медвежонок, с которым вы спите, ребята. Ну что, ну багажник мы, наверное, не будем смотреть. Зачем смотреть багажник Тур-V, правильно? Просто думаю, ну можно присесть вот назад, кто-то там говорил, что покажите салон там старого марка, там вот, пожалуйста, салон Кресты 90-х годов. Вот, в принципе, ну вот, бизнес-класс, собственно говоря. Сижу сам за собой, можно сказать, в принципе, удобно. Ну, низковато, там можно прилечь, зато, в принципе, удобно. Потолок большой. Опа! Ну, низко. Не для наших дорог, да? Поехали. Послушай немного звука GZ GTE. Так-то внутри аж подергивается, страшно. Поехали. Мама. Турик. Все хотели турика, по-любому. Я тоже сам лично хотел турика. Теперь я сижу за рулем него и, ну, в принципе, сижу пока как в обычном марке. Вот, Марк, Креста, Чайзер, салон одинаково, все одинаково. Вот так. Сядешь, если очутиться внутри, ты не поймешь, в какой машине ты сидишь, собственно говоря, в какой из этих трех автомобилей. По звуку тоже, собственно говоря, вы не поймете, потому что звук моторов тоже одинаковый с трассы. Тут стоит 80-я трасса. Вот, закроем окошки. Сейчас мы попробуем ее в деле. Собственно, вот едем мы 80 в данное время, да? Ну и, в принципе, машина как машина, ничего особенного нет. То есть никаких датчиков буста, ничего такого, никакого фанатизма. То есть полный сток. Как будто мы едем на атмосферном Жозете. Но, думаю, стоит, если надавить на педальку, то мы, наверное, прозреем. Или не прозреем, как думаете? Делаем ставки. Я думаю, мы прозреем немножко. Сейчас мы выйдем напрямую и проверим эту штуку в деле. Но пока можно посидеть и понаслаждаться ездой. В принципе, подвеска, кстати говоря, для более спортивной версии, в принципе, мягко. Вот мы едем, такие есть немножко бугры асфальта. В принципе, идем мы, не пробивает ничего. Хотя подвеска тоже стоит спортивная, в принципе. Колеса, за счет колес, скорее всего, потому что колеса стоят, по-моему, 16-е родные туриковские. И за счет этого профиль резины большой, она идет мягенько. В то же время и подвеска. Тут двухрычажная, как обычно, марки, стандартная. Ну, для наших дорог, конечно, не очень, потому что вылетают шаровые, там много саленблоков сзади и тому подобные вещи. Так, ну выходим напрямую, за скорость 195, нажмем на пол. Ох, Бонский городовой. Вот эта штука. 150, ядрит, смотри. Ох. Что-то я, честно сказать, испугался вначале. Я же сказал, сейчас мы проверим эту штуку в деле, я вспотел. Я, блядь, сидел, настраивал хуйню. Ну оставь, это не пошедшие кадры, будет прикольно. Не, оставь. Сейчас мы небольшие технические неполадки. Тур-V просто разрушил наши настройки наших всех камер и всему подобных вещей. Я сам, честно, испугался. Потому что вот ездив на Соррере, там ты едешь комфортно. Просто с комфортом едешь, и ты не чувствуешь такого подрыва, как фу, просто идет и все. На УЗ тоже, когда ехал, там такая же, ну, было такой подрыв, а здесь именно что-то как-то жестко. Сравнить, к сожалению, УЗ Марк, тот, который мы снимали Шрифтрову, с этой штукой хотели очень, но вот не вышло у хозяина сегодня, вот. Очень хотелось их все-таки проверить, эти две легендарные машины, два легендарных двигателя. Черт возьми, смотри, дальше тоже асфальт. Легендарно. Смотри, дальше тоже асфальт. Погнали. Поехали. Мощь. Тихо, на асфальт. Не, тут асфальта нет. Издалека показал, что это асфальт. Это надо вырезать, это хозяин нас ругает. По-любому вырезать. Иначе он нас реально ругает. Кстати, о обзорности хотелось бы поговорить.
Зеркала, честно сказать, маловаты для такого кузова. Вот честно сказать, если их использовать автомобиль на каждый день, зеркала маловаты. Так, ну, сейчас надо Давай бы... все заново, начнем здесь. Раз. Все заново. Все заново, да? Все заново. 50 трясется, да. Так, сейчас мы проверим эту штуку в деле. Так что готовимся, Василий. Ну, сейчас мы не будем прямо проверять, я думаю. Сейчас, потому что тут поворот, я боюсь, честно сказать. Потому что до этого, когда прокатился на этой штуке, я прозрел. Вот. Обзорность, ну, не скажу, что она хорошая. Что щелкает? Видишь? Не скажу, что она хорошая. Ну, в принципе, ее достаточно. Зона остекления большая. Это все не суть. Машина это, ну, кто-то, кстати, использует машину как каждый день, да, но это тяжело и очень дорого, потому что жрет она бензинчик, извините меня, тоже не слабо. Ну и по ходовке, по всему и прочему много всяких лишних материалов. Итак, вот здесь давайте мы остановимся чуть-чуть. Тормоза, в принципе, для стандарта неплохие. Блин, я буду сейчас как начнет гримовать, как собака. Ну ладно, давайте проверим в деле, собственно говоря. Поехали. О, бля. Ох-хо-хо. 120 же, ядрит Мадрид. Че так быстро? Тут качает ее жестко. Дорога все-таки не такая ровная, как кажется, да? Блин, это очень эмоциональный автомобиль на самом деле. Ты тут, вот Сорри ехал я вот так вот, всю дорогу просто одной рукой держался, здесь я не могу так делать. Здесь нужна третья рука. Но это дело привычки, конечно. О, ядрит Мадрид, твою мать. 150, 160, охренеть, вот это быстро, это очень быстро. Для стока это очень быстро, черт возьми. 0,7 давит, ребят, это всего. Сток. Это точно сток. Ну, немножко там интеркулер, там, я не думаю, что он так жестко прибавляет мощность. Я прямо, честно, сидел, думаю, я поеду сегодня расслабленно, как обычно, но сегодня что-то я чувствую, мне придется понервничать. Она уже заставила меня понервничать, и появилась улыбка на моем лице от этой мощности, на самом деле. Серьезно. Ты просто реально едешь сотню и не замечаешь, как набираешь 160. Просто в одно мгновение вот так, хоп, и 160 на спидометре. Вот если тебе посмотреть сюда, ты это все увидишь сам своими глазами. Давай посмотрим, покажи сюда. Я чуть сейчас заторможу, ну, как бы сбавлю темп, да, сейчас напрямую как раз выйдем. И ты просто смотри, ты только сосредоточься на держании камеры, потому что это очень быстро. Сейчас вот мы еще сбавим до 60, ну давай до 40 сбавим. Уже сзади никого все равно нету. Нет, хотя до 60 страшно, начнет гримовать, как собака. Ты слышал же, как она шлифовала до этого? Да. Я боюсь этого. Вот, допустим, едем 60. Едем 60, 50 даже. Вот, нажимаем в пол. О, 160, 170. О, 180, ядрит. Это очень-очень быстро. Ядрит, Мадрид. Дорога не такая ровная, как кажется, оказывается. Ну это, смотри, вот 120 едем, смотри, покажи спину. Просто 40 км в час за считанные секунды. Ядрит, что ее так качает? качает тачка знатно. Качает вообще знатно. Ну, блин, это заставляет поулыбаться, честно говоря, ты понервничать, да, такие смешанные чувства от автомобиля. Я даже хотел просто сделать обзор на Кресту Турви, но я делаю обзор на свои эмоции, просто я прозреваю. Честно, я, ну, приятно удивлен от стока. Я думал, ну, он будет не такой веселый, честно сказать. Фух. Я бы сейчас закурил бы сигарету, наверное. Но мы против курения. Ну, против курения, да. Наверное. Может быть. В общем, автомобиль, честно. Ну, вообще в планах японцев было, когда создавали Turbo, да, чтобы она была лучше, чем BMW M5. На то время это был самый такой топовый, один из самых топовых седанов. Черт возьми, надо открыть окно, потому что мне нереально жарко. Топовых седанов, наверное, быстрых, мощных седанов таких вот. То есть эту модель они с этим намеком и создавали, чтобы сделать акцент на мощности, на комфорте, на вместимости, на оснащении. Но оснащение, возможно, не такое хорошее, как у BMW. Тут нет таких особых наворотов, там просто климат обычный, там контроль, там кондиционер, собственно говоря. Да ничего особенного нет. Ну, трекшн контроль есть, кстати говоря, который горит. Видимо, он выключен. Черт возьми, какая прыгучая дорога. Вот, ну,
BMW был атмосферный мотор. Здесь мы, как мы видим, Twin Turbo, мы это хорошо слышим, этот звук. Ну, турбина, честно, заставляет улыбаться, заставляет получить целую бурю эмоций от вождения на самом деле. Черт возьми. Ехать расслабленно можно 100 км в час по трассе, не нажимая педаль там больше 10-15%, потому что дальше уже начинается дичь. Серьезно, я от этой мощности просто был сначала поражен. Потом ты, конечно, к ней привыкаешь, тебе станет ее мало, но так как я не езжу на таком автомобиле, мне кажется этого очень даже за глаза. Потому что вот ехать по городу на этой машине даже немножко будет страшновато, особенно в мокрую погоду, например, потому что мы прокрутили колеса на сухом асфальте. Ну, ладно, резина тут не прямо там дичь какая-нибудь с зацепом, обычная резина, но в любом случае на мокрой дороге это будет очень страшновато, честно сказать. Трекшн-контроль выключен, он тут вообще работал, глушит дросельную заслонку. Ну зачем он нужен таким горячим ребятам, как у нас здесь? Вот ехать расслабленно, вальяжно не можно, но каждый день использовать этот автомобиль. Вот честно, вот было у нас, по-моему, когда мы выезжали, полбака, да? Вот если я не припоминаю. Мы проехали, ну, буквально километров 10, может быть, да? Уже стрелочка ушла ниже, чем полбака. То есть с таким манерой езды автомобиль будет очень много потреблять топлива. В этом вся проблема на использование каждый день. И он низковат, честно, вот бампера, все это очень низенько, так кулечек висит. То есть, ну, наши дороги портят. Ну и зима, конечно. Столько саленблоков, столько резинок, все это начинает задубевать. И все это потом придет негодность весной, когда вы хотите навалить. Вот, собственно говоря. А так, ну, кто-то говорит, что турбина туповата. Да, возможно, у нее есть затупок какой-то, не как атмосфера нажал и поехал. Здесь есть такое, турбояма есть. Ну, за счет того, что тут Twin Turbo, то есть одна маленькая, одна большая, получается параллельно. Они сначала раскручивается маленькая, потом раскручивается большая. За счет этого они компенсировали, в принципе, эту нехватку мощности. На следующем поколении был уже VVTi, там уже этот низ был более еще подтянут, чем здесь. Вот здесь мы едем, сейчас 2000 оборотов, нажимаем газ-пол, и вот затупок, вот пошел только, видите? Но как он клевый звук делает, свистит. Ограничитель, честно сказать, наверное, стоит, я думаю, 180 все-таки. Ну, мы раскрутили до 180, но было страшно, честно. Вот не скажешь, что машине 20 лет по ее состоянию, потому что она реально навалит так, что мама, не горюй. Ё-моё, так-то страшновато было. Вот на вот этих разворотах я даже если с газом буду бояться, потому что она, наверное, будет сейчас шлифовать, как потерпевшая. Потому что мощности достаточно. 280 лошадей на этот кузов достаточно. Сорер был тяжелее, и он был бустапнутый. Примерно динамика у них похожая, я думаю. Вот, видите, легкий такой турбозвук, такой свистит, завывает так турбинка. Но я хочу попробовать стартануть до сотни замерить как-нибудь, а? Василий, давай попробуем это сделать. Я только напрямую найти, потому что я хочу просто найти прямую и навалить. Как вот сидеть, кстати, удобно. Сиденья такие с боковой поддержкой, не как в обычных этих 90-ках. Собственно говоря, очень удобно. Подлокотник такой под рукой, все, в принципе, под рукой удобно, все классно. Сидеть можно выбрать себе лучшую посадку. Серьезно, под любого, в принципе, комплекции водителя. Ядрит, смотри, что это так качает. Жестко. Это вот наши такие дороги. Ничего с этим не поделать. Это еще одна из лучших дорог, которые у нас есть, наверное, в городе. Где, собственно, и проходят уличные гонки. Так, нужна прямая, я хочу именно прямую. Вот здесь мы, наверное, стартанем. Блядь, мне страшно, если честно. Тебе не страшно, Василий? Страшно. Мне тоже страшно, но охота. Че, едем? Я не буду там с газом, без газа, всякой дичью заниматься, но его в баню. Давай. Просто поедем. Раз, два, три, поехали. Сотня. Ядрит, смотри. Это было очень быстро. Я не заметил, как я набрал сотню. Но она, видишь, пробуксовывает колесиком. И это очень страшно, потому что руль становится таким говорит, давай, дрифт. Кстати, вот и этот автомобиль, вот именно вот этот экземпляр, очень хорошо выглядит. Он ухоженный, видно, хозяин
любит свой автомобиль, потому что вот основные машины, которые у нас ездят в городе, да, вот такие же турики там, да, они все какие-то разбитые, все без бамперов, еще что-то, ну, это выглядит некрасиво, понимаете? Когда машина едет без бампера, то же самое, что вы выйдете на улицу без штанов. Это примерно то же самое. То есть это все видно и как-то это все как-то, ну, божески выглядит на самом деле. Ладно, дрифтеры там, они все разбитые, там, тренировались ребята и тому подобное, я еще пойму. Но вот просто кто ездит, ну, как-то это не очень красиво, честно сказать. А еще больше всего меня бесит, когда на 1GZ ставят обычную большую дудку, чтобы она орала как потерпевшая, но ни черта не ехала. Но она едет, но в сравнении с чем-то таким овощным. А если на двушку, так вообще молчу. Некоторые на двушку суют такую штуку. Вот, ну, автомобиль, честно, я впечатлен. Я прямо полон эмоций, полон, не знаю, страха, радости. Все это вперемешку дает такое интересное чувство. Вот я, честно, поражен мощностью. И я хочу еще раз навалить пару раз, потому что это клево, незабываемо. Ох! Едрит! Мадрид! Матерь Божья! Ох! 160! Вот люк открытый, и задувает ветер, и ты, несмотря на спидометр, просто понимаешь, сколько быстро ты едешь от того, как сильно дует ветер в люк. Я чисто от этого. Вася, ты вспотел, я тоже вспотел. Потому что я вспотел от того, что жарко, а от того, что так-то немного нервно. Не стало холодно, даже наоборот. Холодно. Это клево. Ну, это дарит эмоции. Вот, кстати, стартовая линия типа гонок. Давайте вот здесь стартнем в обратную сторону и, наверное, подведем итоги наших сегодняшних покатушек. Потому что... Да, вижу, я поставлю аварийку. Пускай проедет парень. Ну вот, автомобиль прямо харизматичный. Вот по звукам, по всем это очень знакомо. Они у нас в городе, их очень много. Этот звук рядной шестерки через прямоток, он очень знаком всем нам. Но, ладно, когда ты звук рядной шестерки просто, а тут со свистом, свист это решает. Вот, собственно, прямая. Сейчас мы на ней стартанем. От души, душевно в душу. И let's go. Подожди, попробую с двух педалей. Нет, тут не получится так. Ох! Матерь Божья! Я, кстати, еще не давлю в пол. Вот, сейчас в пол надавил. 140, 160, ой-ой, ядрит, смотри, 150, 160. На самом деле тут чисто у меня действует фактор того, что тебе страшно давишь вроде в пол, нажимаешь вначале, короче, она подрывает дико. Ты начинаешь приопускать педаль, потом опять нажимаешь, потом приопускаешь. И ты вот так вот едешь, как дурак. А чем сильнее ты давишь, она еще сильнее тебя вдавливает. Это очень клево. Вот, в пол. Ох. Вот эти переключения. Эти лошадки еще, блин. Ебать его в рот. Давай. Честно, я испугался. Заставило меня понервничать, в общем. Это было страшно, но мы справились. Подведем итоги, ребят. Ну, клевая штука. Пошли на улицу. Жарко. Погнали. Итак, ребят, что скажем в итоге? Это легендарный турик, который все хотят иметь, владеть, управлять, ездить просто, прокатиться, пассажирам, неважно, молодые ребята, взрослые дяди, дедушки, не знаю, есть, может, и дедушки какие-нибудь, им нравятся такие мощные, клевые тачки. И вот эта морда, которая говорит, что она злая, показывает им, что она очень злая, типа нахмуренная такая, типа, вот, смотри на меня, какой я злой, мощный автомобиль. Что зарыто вот здесь, вот под капотом, ничуть никому не уступает в легендарности, наверное, да? Даже автомату Калашникова он не уступает в легендарности, этот мотор, потому что о нем говорят все и вся. Сейчас проедет КамАЗ. Так что, ребята, это легендарный турик, который все хотят, даже я хотел, хочу, буду хотеть, наверное. Хотя и автомобиль старый, ему 20 лет, но все равно все его хотят, и он такой вот, какой он есть. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, 2 лайка, 2 пальца вверх, ребят, потому что это турик. И все, всем пока, удачи.
нихуя не видно, правда. Мне въебало прилетело хорошенько.